Как вы знаете, в рамках еженедельной инспекционной, скажем так, поездки по округу сегодня решили посетить 14-ю среднюю школу, которая расположена в округе. Значит, насколько известно и всем жителям округа, и всем жителям турбазы, спортзал находится в весьма плачевном состоянии. Ни одного дня после войны этот спортзал, к великому сожалению, не функционировал. Мы, принимая бюджет в парламенте, бюджет 2023 года, заложили часть средств на округа по городу Сухум, в частности, и на мой округ была заложена определенная сумма. И в конечном итоге долго думал, на какие нужды эти деньги определить, и пришли к выводу о том, что определим эти средства на нужды, связанные с ремонтом спортзала. Наверное, этих денег будет недостаточно для капитального и полного ремонта спортзала, но я уверен и убежден в том, что нам окажут содействие и власти города, и власти республики с тем, чтобы мы в определенный разумный период времени наконец-таки закончили ремонт спортзала. Помимо спортзала, конечно же, в школе множество других различных проблем. Это и общий ремонт школы, и замена окон, замена кровли. Я думаю, что со временем мы должны содействовать в решении и этих вопросов. И я уверен и убежден в том, что выпускники 14-й средней школы, многие, кто сегодня занимается предпринимательской деятельностью, в том числе на территории Республики Абхазия и за ее пределами, окажут содействие в помощи школе. И мы будем рады любой помощи 14-й школе. Вот руководство школы об этом говорило. Я думаю, что общими усилиями мы сможем привести 14-ю школу в надлежащий вид. Помимо 14-й школы в нашем округе есть и 6-я школа, в ней примерно аналогичные проблемы. Ну, поэтапно будем заниматься и благоустройством, конечно же, 6-й школы. В обоих школах огромное количество школьников учатся, они полные. Более того, насколько мне известно, по 2 смены, и поэтому школа должна быть теплой, комфортной, уютной для того, чтобы учебный процесс не мог нарушаться другими различными обстоятельствами. Зал всегда был проблематичный, в советское время тоже. 2 раза поднимали здесь уровень, потому что заливало, затапливало всегда. Ждем, радуемся. Спортивный зал, конечно, будет использован не только для проведения уроков физкультуры. У нас и хорошая площадка на улице, в хорошую погоду мы так там занимаемся. Мы хотим открыть секции здесь. У нас прекрасные педагоги по физкультуре, которые вот настолько вчера или позавчера Тимур Русланович, наш молодой педагог по физкультуре, он говорит: я допоздна готов работать. Я создам баскетбольную команду, не только которая будет отстаивать честь школы на уровне города, я, говорит, их буду вывозить за пределы нашей страны на различные соревнования. Конечно, это дает такой задел, и настроение поднимается.